На установление открытой и прозрачной информации о деятельности некоммерческих организаций направлены в поправки в закон об НКО. Они были приняты парламентом, документ уже подписал глава государства. Цель закона – установление прозрачности в деятельности некоммерческих организаций, получающих денежные и материальные средства на безвозмездной основе. Разговор на эту тему с гостем программы «Еще не вечер», директором Международного центра образования и исследований Алмазом Урузакуновичем Ибраевым. Сегодня он гость нашей студии. Здравствуйте, Алмаз Урузакунович. Приветствую вас в студии Алту-24 в программе «Еще не вечер». Итак, мы сегодня говорим о том законе, который недавно подписал президент Кыргызской республики, и законе, который обсуждался на протяжении последних нескольких лет, в общем-то. Речь идет о том, что НКО, некоммерческие организации, должны предоставлять финансовый отчет о происхождении получаемых средств. В Кыргызстане насчитывается более 7,5 тысяч НКО. Скажите, пожалуйста, нужно ли контролировать их деятельность со стороны государства? Я бы хотел сначала даже подкорректировать, что ли, статистические данные. На данный момент у нас в Кыргызстане вообще насчитывается более 20 тысяч. 20 тысяч НКО, НПО. То есть сюда входят не только некоммерческие организации, но и неправительственные организации. Поэтому их численность намного больше на данный момент. И мы в этом плане, мы, конечно, опережаем все наши соседние государства и Казахстан. В Казахстане, конечно, порядка около 22 тысяч, но это на Казахстан с его населением больше 17 миллионов. Поэтому это, конечно, сразу я хотел бы остановиться немножко на предыстории. Неправительственные организации, несомненно, они в свое время сыграли такую большую позитивную роль именно в становлении гражданского общества у нас в Кыргызстане, потому что, конечно, в постсоветский период наше общество не знало, что значит отстаивать свои права, добиваться своих прав от государства. И поэтому был какой-то, можно сказать, такой барьер или баррикада: государства на одной стороне, а общество на другой. И как добиться от государства своих прав, в то время наше общество еще не знало этого в начале независимости. И с приходом международных организаций, которые уже имели опыт в зарубежных странах, которые имеют очень большой опыт в диалоге с государством, и у нас началось становление гражданского общества, активизировалось наше общество, и сейчас на данный момент очень гиперактивно, можно сказать. Да? И в этом процессе становления гражданского общества, активизации населения, конечно, большую роль сыграли в свое время именно неправительственные организации. И Кыргызстан стал островком демократии в Центральной Азии. Да, это, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, это хорошо, то, что люди были мобилизированы, но мы даже не переступили эту черту, рубеж даже, и у нас такая, я же говорю, почему я говорю проактивная, такие гиперактивные. То есть у нас гиперактивность. Если в начале мы даже этим вопросом даже занимались же, изучением деятельности НКО у нас в Кыргызстане, в начале, не то, что в начале, да, 95-х годах где-то, чтобы людей вывести на пикет, это было нечто таким, нестандартным, из ряда вон выходящим можно было событием, да. Позже, уже где-то в 10-е годы, после 11-х года у нас в стране в среднем в год происходило более 1000 таких митингов и пикетов. То есть у нас население стало очень активным, и уже любой вопрос, то есть даже это если не государственное значение, которое не имеет, может быть, даже отношения к государству, они выходили и уже требовали от государства, отстаивали свои права. Поэтому это позитивная роль, то, что на данный момент можно сказать. Но при этом, конечно, ввиду такого большого количества неправительственных организаций и их разношерстности, потому что они формировались, то есть можно сказать, учредителями. Они, конечно, это не юридические учредители, они, может быть, те, кто
является их протеже, тех, кто их, скажем, консультирует в этом плане, финансирует, они, конечно, источники идут из различных стран. Поэтому и характер деятельности, он тоже, конечно, у нас очень разнится. То есть есть неправительственные организации, которые предоставляют только консультативную помощь, консультативную, то есть правовую помощь. Вот как нужно отстаивать права, как нужно добиваться, как нужно в случае чего обращаться в государственные органы или правоохранительные, или как нужно обращаться в суды, как нанимать адвокатов, как выигрывать эти судебные споры. Другие же это были вот организации, которые занимались именно вот в защиту уязвимых слоев населения, или женщин, или детей, или инвалидов, оказание благотворительности. То есть спектр очень широкий, да, очень широкий. Поэтому государство в то время, оно, конечно, с учетом вот транзитного периода, перехода вот от советского периода в постсоветский или в демократический период, рыночная экономика с другой стороны, поэтому у государства буквально, можно сказать, не хватало ни сил, ни времени вести контроль за таким большим количеством неправительственных организаций. Но это все шло, как бы накладывалось и оставляло свой такой отпечаток. В обществе уже начали люди тоже как бы различать, какие организации оказывают действительную помощь. Пусть это будет даже материальную или нематериальную, а есть организации, которые пытались влиять на политические процессы, которые у нас проходили, на принятие, скажем так, на проведение, точнее, политики, даже внутренней и внешней политики. Поэтому уже среди народа, извиняюсь, уже начали возникать как бы требования, то, что некоторые вот неправительственные организации уже нужно за ними как бы провести контроль или мониторить за этими деятельностью. Поэтому это все вот в конечном итоге было поднято на уровень правительства, на уровень парламента, и уже некоторые депутаты, они тоже поддержали эту инициативу и инициировали этот закон уже, насколько я помню, это было в 2019 году, даже до 2019 года, если еще раньше, где-то в 16-х годах, еще в 2016 году некоторые депутаты также они поднимали вопрос о придании статуса иностранного агента некоторым неправительственным организациям, потому что эта практика, она применяется в России, то есть уже там придают именно такой статус, то есть до сих пор этот закон он существует, поэтому хотели по этой же аналогии у нас тоже применить эту практику. Ну, конечно, в то время неправительственные организации, их представители, они благополучно отстояли свои позиции, но в 2019 году этот вопрос снова уже начал подниматься, но уже не в таком ракурсе как бы придания статуса агента, а введении вот контроля за деятельностью неправительственных организаций. Да, я помню, что представители неправительственной организации, они присутствовали на заседании в Джугурку-Кенеше, где рассматривались вот эти поправки. И, в общем-то, им удалось отстоять. Но в настоящее время, благодаря политической воле, закон был подписан, и теперь все НКО должны предоставлять финансовую отчетность о происхождении. Но в то же время они и до этого предоставляли определенную финансовую отчетность в налоговую службу, в социальный фонд. А в чем отличие вот отчетности нынешней? У нас три основных вида, видов отчета. Это вот отчет в социальный фонд, отчет в налоговые органы и отчет в Национальный статистический комитет. Это три вида отчетности, которые предоставляют все виды организаций, вне зависимости от их форм собственности. То, что сегодняшнее вот, новшество, которое вводится вот относительно некоммерческих организаций, это вот конкретно даже вот как в законе указано, это нужно показать источники формирования бюджета этих организаций. То есть откуда они финансируются, из каких организаций. То есть нужно уже конкретно определить. На данный момент, если просто отчет ведется по расходам, по выплате налогов и отчислений,
если вот в деятельности, там же никто не до этого никто не спрашивал, откуда идет финансирование, источник финансирования, то есть никто его не определял, не идентифицировал. На сегодняшний день же вопрос стоит именно вот определить, откуда идет финансирование. Если это из международных организаций, то из какой международной организации. Чтобы это, вот это всего, конечно, прежде всего, конечно, это вот в национальных интересах наших, в интересах нашего государства, чтобы это не были организации, замешанные, можно сказать, в какой-то террористической деятельности, в отмывании денег или в какой-то преступной организациях, или по реализации там, наркотиков, оружия. Вполне может быть. Да? Потому что под видом благого дела они могут, в общем-то, диктовать свои интересы, которые должны быть реализованы на территории нашей страны. И эти интересы, они не всегда совпадают с интересами нашего государства. Вот в чем проблема. Да. Поэтому, я думаю, в целом, если взять этот закон, то здесь никаких ни ущемлений прав или, скажем, каких-то ограничений на деятельности нет. Вот даже здесь вот в самом законе, я вот специально его распечатал, когда вы попросили. Здесь даже вот четко указывается вот первый подпункт: государственные органы, допустившие создание условий, способствующих ограничению деятельности некоммерческих организаций, несут ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. То есть при принятии этого закона еще такая как бы очень серьезная оговорка о том, что государственные органы не должны создавать искусственных препонов, препятствий для деятельности некоммерческих организаций. То есть их деятельность не ограничивается. Какие-то искусственные барьеры не создаются, но единственное здесь как бы требование указать источник и куда источник финансирования, если вот какой-то определенный бюджет формируется из-за рубежа, то и дальше куда вы их потратили. Может быть, вопрос возникнет, конечно, никто не будет показывать, но при этом вопрос возникает, то, что они финансируют революцию. То есть первая вот, тюльпановая революция, которая у нас была в 2005 году, в 2010 году, то есть по аналогии с Украиной, всем как бы известно, что ситуация, происходящая в Украине, она не только как бы извне возникает, а о том, что там внешние силы играют очень большую роль. Вот именно внешние силы. Поэтому здесь нужно указать источник финансирования и куда вы потратили средства. Поэтому если на эти вопросы будут даны ответы, то никаких как бы претензий к этим организациям нет, они могут продолжать благополучно свою деятельность. Да, хочу процитировать слова президента, как он сказал: мы тоже хотим посмотреть, откуда поступают деньги и куда уходят. Это же не преступление. Пусть получают миллиарды долларов, мы будем только рады, но они должны показывать, куда уходят деньги. Мы не будем их преследовать. Ни для кого не секрет, что действительно НКО получают очень большие суммы денег. Это большие инвестиции, в общем-то, в страну. И многие неправительственные организации оказывают разные услуги населению. И теперь, когда они говорят о том, что будет действовать этот закон, создаться какая-то социальная напряженность, потому что качество и количество услуг, предоставляемых населению, уменьшится. Как вы можете это прокомментировать? Я вот здесь как бы еще бы такое как бы уточнение. Здесь не совсем инвестиция. Если бы это была инвестиция в нашу экономику или в какую-то, скажем, такую предпринимательскую деятельность, это другое. И здесь вопросы еще ставились в таком плане, о том, что много грантов, которые к нам не поступают, эти гранты, они как бы оседают там же, в этих же организациях, и происходит их перераспределение, то есть в этих же фондах. То есть они до населения не доходят. Выплачиваются огромные гонорары, огромные заработные платы, которые списываются, и при этом этот проект на этом как бы и заканчивается, не доходя до бенефициаров в виде населения. Понимаете, вот в чем вопрос. Насколько мы знаем, там вот эти консультанты из-за рубежа, которые приходят по линии этих грантов, они получают прям баснословные суммы по сравнению с нашими заработными платами. Поэтому это не совсем инвестиция, это вот грантовые средства, которые выделяются для нашей страны. Поэтому это тоже вопрос как бы правильно поставлен, потому что нужно отследить, как можно точнее сказать, вот правильное использование или использование средств по назначению. Если это пришла благотворительная помощь на оказание поддержки социально уязвимых слоев населения, то она должна дойти
до них, да, до адресата. Поэтому это президент прям прекрасно сказал о том, что здесь пусть приходят миллиарды, то есть никаких ограничений нет, то есть здесь не ставится какой-то предел или лимит. Я вот пример приведу вам с Узбекистаном. С Узбекистаном я вот специально как бы поднял этот вопрос. А у них, оказывается, чтобы получить грантовую, чтобы международные гранты за рубежа, они должны пройти так называемую грантовую комиссию. И должны сначала согласовать эту сумму. То есть у них, оказывается, ведется расчет из 20 заработных плат, как бы минимальная тоже эта сумма. Если это превышает, они должны уже согласовывать. Это прям постановление от Кабинета министров вот от 9 октября 2019 года, то есть это свежее постановление, и должны согласовывать с Минюстом о получении НКО денежных средств и имущества от международных доноров. Представляете, они должны сначала, оказывается, в порядке уведомления дать, если это не превышает 20 базовых расчетных единиц. Если это превышает, они должны уже согласовывать. То есть вначале они просто уведомляют то, что мы получаем такую помощь. А если эта помощь она превышает 20 вот расчетных единиц, базовых единиц, то они должны уже согласовывать. То есть Минюст уже может задуматься, дать ли согласие, потому что идет большая сумма. А у нас, вот как президент сказал, пусть они получают миллиарды, никаких лимитов не ставится. Поэтому я думаю, здесь как бы никаких ущемлений, и чтобы сказать, чтобы качество потерялось, это нисколько не может повлиять на качество. Поэтому если никаких вопросов нет вот в плане источника финансирования и также, скажем, статей расходов, то никаких вопросов здесь. Ну, глава государства также на встрече с послом Финляндии заявил, что пусть в нашей стране будет порядок, да, и, вернее, в вашей стране есть порядок, пусть в нашей стране тоже будет порядок, потому что, в общем-то, эта практика, когда неправительственные организации предоставляют отчет о происхождении финансирования, есть во многих зарубежных странах. Это ведь так? Да, и вот послы, кстати, которые подтверждают это. Но возникает вопрос, почему же сами руководители НКО так против были вот этого законопроекта? И устраивали даже митинги, да, и, в общем-то, делали обращения. Да, через депутатов они, конечно, лоббировали свои интересы. Были депутаты, которые тоже отстаивали вот их права, ну, можно сказать, вот как бы их сторону, их права, о том, что нельзя вводить такие ограничения, принимать такой закон. То есть лобби у нас тоже, вот именно лобби со стороны НПО очень сильно, потому что есть депутаты, есть очень влиятельные люди, которые также вот они работают, может в какое-то имеет, который работает в правительстве, имеет какое-то отношение, может быть, если не прямое, то косвенное отношение к деятельности этих неправительственных организаций, которые отстаивали эти интересы. И вот здесь вот, конечно, да, у всех возникает вопрос, почему вот прям такая, ну скажем, прям чрезмерная щепетильность, да, в этом плане. То есть если вопросов нет, тогда ради бога работайте, ради бога, как бы никто этому не препятствует, никаких ограничений не делает. Вот правильно был задан вопрос президентом прям напрямую послу, и этот посол сам подтвердил, что у них ведется контроль. Я вот пример привел с Узбекистаном. В Казахстане такая же система. Я не говорю уже о Таджикистане, где там тотальный контроль ведется за деятельностью организации. То есть там никаких лишних движений мне не дадут, в отличие от нас. И если вот они применяют этот закон, то почему они тогда против применения этого закона у нас? А можно ли отмывать деньги вот через НКО? Это же получится какие-то тогда, можно сказать, это рассматривать как двойные стандарты тогда. В нашей стране пусть будет как бы царить мир и спокойствие, а у вас пусть хаос как бы творится, да? Я думаю, конечно, вполне возможно, потому что у нас нет ограничений для перечислений вот по финансовым средствам. Как президент сказал, пусть это будут миллиарды или даже несколько миллиардов, их никто как бы не делает ограничений, лимитов нет. Нет ограничений также по вывозу
финансовых средств оттуда или переводы в другие страны тоже, которые осуществляются. Поэтому откуда поступает и куда уходит, до этого никто не контролировал. И вот в последнее время только вот с приходом вот новой власти, можно сказать, даже точнее, да, вот этот вопрос был поднят, потому что во время референдума, когда обсуждался вот проект новой конституции, именно этот пункт, именно эту статью о введении прозрачности деятельности неправительственных организаций и политических партий, этот пункт был прям так строго как бы затребован вот со стороны населения, и они прям просили, чтобы этот пункт был введен. И в то же время, и тогда тоже представители неправительственной организации, они были против этого, чтобы ввести эту статью прямо в Конституцию. Поэтому этот закон, который сегодня принимается, он принят в соответствии с Конституцией нашей республики, то есть он никак не противоречит, поэтому это нормальная практика, да, нормальная практика. Ну вот с принятием новой Конституции говорится о том, что необходимо усилить все национальные интересы в нашей стране. А ведь когда вот некоммерческие организации действовали ранее, да, они привлекали к работе, например, тех же чиновников из правительства, платили им определенные заработные платы, и у нас происходило изменение страновых документов просто. И получается, что мы не сами своей головой думали, как нам жить дальше, принимать тот закон, не принимать ту программу, допустим, или нет, но была какая-то диктовка со стороны зарубежных. Вот, со стороны международных организаций, зарубежных доноров, можно сказать. Да. И вот здесь вот как раз и прослеживается эта связь о том, что вот с НПО, конечно, в силу того, что они владеют огромными финансовыми ресурсами и возможностями, они, конечно, создают свое лобби. Свое лобби из числа влиятельных людей. Это люди, которые находятся в парламенте, которые принимают решения, которые находятся в правительстве, других как бы из других лиц, из числа элит, которые могут оказать какое-то влияние на принятие определенных решений, и посредством этого лобби они продвигают свои интересы. То есть, как вы сказали, принимать нам какой-то закон или нет, или как нам реагировать на международные процессы, с кем нам дружить, с кем не дружить, то есть выстраивание внешней и внутренней политики, как я сказал вначале. Ну скажите, пожалуйста, это удар по демократическим принципам или нет? Нет, я ни в коем случае это не рассматриваю, потому что здесь ограничения свободы и прав нет. Потому что здесь рамок по деятельности неправительственных организаций не ставится. Здесь единственное требование проявить вот транспарентность, прозрачность в деятельности в плане финансирования и расходов средств, и всего лишь. Поэтому я не считаю, что это является ударом по демократии или вот откатом, как некоторые уже называют, как бы назад или в прошлое, то, что мы отступаем от принципов демократии. Мы же не назовем ту же, как вы сказали, вот посла Франции тоже приводили пример, или других стран, то, что они не демократические страны, они же ведут контроль. Как вы в начале нашего разговора заметили, на территории Кыргызстана действует более 20 тысяч НКО, да? И в основном все они оказывают необходимые услуги населению. И вот когда политологи говорят, что некоммерческие организации получают большие средства и направляют их на деструктивные цели, в том числе организацию митингов, наверное, это считанные НПО, которые действовали на территории или действуют на территории нашей республики. Но этот закон поставит заслон, допустим, новым НПО, которые захотят именно реализовывать какие-то деструктивные цели на территории нашей страны. Ну, я в целом как бы с принятием этого закона и даже вот приведением его в действие, я не считаю, что, конечно, полностью будет введен тотальный контроль за деятельностью и они прям будут находиться под пристальным вниманием правительства или государства, потому что лазейки и пути, они всегда найдутся. Но это вот как
какая-то вот попытка, мера со стороны государства вести контроль вот именно за влиянием внешних сил и международных организаций, в виде международных организаций и международных доноров на внутренние политические процессы в целях сохранить наши национальные интересы, государственные интересы. Поэтому я думаю, что здесь нормы будут как бы демократически, они сохранены. Неправительственные организации, они будут продолжать свою работу, и это на качестве ни в коем случае как бы не отразится. Большое вам спасибо, что вы нашли время прийти к нам в студию, поделиться своим мнением. Уважаемые телезрители, напоминаю, что мы беседовали с директором Международного центра образования и исследований Алмазом Урузакуновичем Ибраевым. Оставайтесь на Лото 24. Всего доброго.